сфере образования. Вот, с удовольствием хочу сказать слова благодарности Евросоюзу, который поддержал этот проект, и нашим партнерам, это фонду имени Конрада Аденауэра, который будет на протяжении 3 лет с нами его реализовывать. И также хочу выразить слова благодарности Министерству образования, вот, которые участвовали в фазе подготовки, то есть мы вместе работали над этим проектом и надеюсь, что дальше мы в тесном сотрудничестве будем работать. Вот. Более подробно я расскажу чуть попозже, а сейчас хочу попросить, чтобы несколько слов сказали наши коллеги. Это господин доктор Кунце, представитель фонда имени Конрада Аденауэра в Центральной Азии. Вот. И потом я хочу, что если возможно, то господин Агнян Чемпоев, это представитель глава политического отдела представительства Евросоюза здесь, в Кыргызстане. Доктор Кунце, пожалуйста. Vielen Dank. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung eines neuen Projektes, das wir gemeinsam mit der Delegation der Europäischen Union hier in Bischkek durchführen. Большое спасибо. Я искренне приветствую вас сегодня на данной конференции, посвященной новому проекту, который мы поддерживаем совместно с делегацией Европейского Союза. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine politische deutsche Stiftung, die in mehr als 80 Ländern der Welt mit Repräsentanten, mit Repräsentanzen und mit Büros vertreten ist. Фонд имени Конрада Аденауэра является политическим немецким фондом, который осуществляет деятельность в более чем 80 странах мира, в которых находятся представительства и офисы фонда. Viele von Ihnen kenne ich schon. Wir sind in Zentralasien über 20 Jahre bereits tätig. Многих из вас я уже знаю. Мы работаем в Центральной Азии на протяжении более 20 лет. Unsere Aufgaben, unsere Themen, die wir behandeln, sind vielfältig. Es ist der Brückenbau zwischen Deutschland, zwischen Europa und zwischen Ihrer Region auf mehreren Gebieten. Politik, Wissenschaft. Наша задача и тематика разнообразная. В целом это строительство такого моста между Германией, Европой и вашим регионом на разных уровнях. Это и политика, и наука. Seit mehreren Jahren arbeitet unsere Stiftung hier in Kirgisistan mit einem Partner der Bewegung BIOM zusammen. На протяжении многих лет наш фонд Аденауэра работает здесь, в Кыргызстане, с нашим партнером организацией BIOM. Und gemeinsam mit BIOM beginnen wir jetzt in diesen Tagen ein neues Projekt, das sich der Unterstützung der Reformierung des Bildungssektors in Ihrer Republik widmet. И совместно с BIOM мы в эти дни начинаем реализацию нового проекта, который посвящен стимулированию реформ в сфере образования Кыргызской Республики. Wir freuen uns auf die Kooperation mit dem kirgisischen Bildungsministerium. Мы рады кооперации с Министерством образования Кыргызской Республики. Das Projekt wird gemeinsam finanziert von der Delegation der Europäischen Union und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Данный проект финансируется совместно делегацией Европейского Союза и фондом имени Конрада Аденауэра. Es widmet sich der Stimulierung und dem Monitoring von Reformen hier im kirgisischen Bildungswesen. И посвящен стимулированию и мониторингу реформ в сфере образования здесь, в Кыргызской Республике. Wo wir hoffen, unsere deutschen, europäischen Erfahrungen vor allen Dingen als Angebot an Sie einbringen zu können. Мы надеемся в рамках этого проекта предоставить вам наш немецкий, европейский опыт в качестве предложений. Ich freue mich besonders über die Kooperation mit der Delegation der Europäischen Union hier in Bischkek. Я особенно рад нашей koopeрации с делегацией Европейского Союза здесь, в Бишкеке. Der gegenwärtige Präsident, Vorsitzende unserer Stiftung, war lange Jahre Präsident des Europäischen Parlaments. Нынешний председатель нашего фонда долгие годы был председателем Европейского парламента. Aber nicht nur deshalb liegt uns die Zusammenarbeit mit der europäischen Delegation am Herzen. Wir glauben, dass es für Kirgisistan wie auch für uns in Europa ein Geben und Nehmen, ein guter Austausch sein wird, wenn wir in diesem Projekt gemeinsam an einem Strang ziehen.
Но это не единственная причина, по которой мы охотно работаем совместно с делегацией Европейского Союза. Мы убеждены в том, что и для Кыргызстана, и также для нас в Европе это будет полезный, хороший обмен, взаимный обмен в рамках данного проекта. Ich freue mich, dass der stellvertretende Botschafter der EU-Delegation, Herr Schampoev, heute unser Gast ist und würde meinem Kollegen gern das Wort übergeben. Я рад тому, что сегодня нашим гостем является заместитель посла Европейского Союза господин Чампоев. Я передаю слово ему с удовольствием. Да, спасибо, доктор Моце. Спасибо также доктор Коротенко. Я хотел бы сказать только несколько слов по поводу поддержки Европейского Союза сектору образования здесь, в Киргизстане. Значит, этот конкретный проект, общая стоимость которой составляет 500 тысяч евро, и с этой суммой Евросоюз оплачивает 80%. Так сказать, мы являемся, Евросоюз является так, 80%, это основной, так сказать, донор в этом проекте. Мы очень рады, что этот проект нацелен на усиление общественного контроля и транспарентности в секторе образования, потому что в прошлом году, где-то в мае, был принят закон об общественных советах государственных органов. Этот новый закон, который сделал реформу в правовой базе этих общественных советов, потому что раньше они были созданы на основе указа президента Роза Тумбаева. И также постановление потом правительства Киргизской Республики августа 2014 года, в которой и среди государственных органов, в которых создаются общественные советы, это как раз Министерство образования и науки. И вот сейчас мы рады, что этот проект начинается вместе с таким очень респектабельным партнером, как фундация Конрад Аденауэр Штифтинг, и также, конечно, с местным партнером МГУ, который возглавляет доктор Коротенко. Он, конечно, доктор Коротенко скажет больше деталей об этих на самом проекте. Я только хотел бы обратить ваше внимание, что бюджетная поддержка, то есть мы Евросоюз сразу оплачивает бюджет Киргизской Республики определенной суммы. Это в 2013 году это было 5 миллионов евро, в 2014 году 6 миллионов евро, и потом в 2015 году будет еще 6 миллионов евро. Я хотел бы также обратить ваше внимание на то, что Евросоюз имеет такое долгосрочное планирование до 2020 года, и в этом долгосрочном плане до 2020 года для сектора образования мы предусматриваем помощи в размере 72 миллиона евро. Так это только просто так, чтобы понять общую картину, общий контекст, в котором будет исполнять, реализоваться этот проект, который, как раз я еще раз подчеркиваю, направлен на то, чтобы повысить общественный мониторинг, контроль и транспарентность в секторе образования. Спасибо. Вот сейчас доктор Коротенко. Спасибо большое. Лукас тоже хочет сказать? Да, можно еще там представителю Министерства образования, если можно, потом. То есть я хотел бы тоже попросить несколько слов сказать господина Ахматова Акмантура, это представитель пресс-службы нашего Министерства образования и науки. И дайте нам Акджол, и я думаю, что дальше я уже буду рассказывать про проект. И представлю еще указ. Хотелось бы отметить, что Министерство образования и науки Кыргызской Республики всячески поддерживает данный проект содействие и мониторинг реформы образования в Кыргызстане. И куратором со стороны министерства по проекту является
выступает заместитель министра образования Турсункулова Бермет Асанхановна. То есть Министерство образования Кыргызской Республики всячески поддерживает данный проект. Да. И мы всячески надеемся, что данный проект в будущем даст свои положительные результаты в развитии системы образования в Кыргызстане. Ага. Большое спасибо. Меня слышно, по крайней мере, да, дорогие коллеги? Я, в свою очередь, действительно рад тому, что мы работаем в таком серьезном партнерстве с одним из ведущих немецких фондов. Вот, очень рад, что с нами работает Министерство образования, и еще хочу выразить друг друга свои слова в адрес Европейской комиссии и Европейского союза, потому что вопрос очень серьезный. Перед тем, как я начну про проект, я еще хотел вашему вниманию представить группу людей, которые есть здесь тоже в зале. Значит, они будут работать с нами. Это значит, представитель клиентского офиса и ответственный за европейские проекты фонда Занаура, это Стегенцаль. Как понял, вас тоже сказать, просто если будет вопрос, можете нам на это ответить. И Кристина Туцер, она будет работать с нами как руководить проектом социального фонда имени фонда Занаура. Вот, ну, просто чтобы уже все знали. Вот. Еще также я хотел сказать, что здесь очень приятно, что здесь находится в зале представители Совета по образованию, вот, потому что это одна из наших базовых целевых групп. Вот. Теперь я уже непосредственно хочу перейти к некоторым более, что ли, ясным представлениям о том, чем мы собираемся заниматься и почему. Значит, надо сказать, что ни для кого не секрет, что реформа в образовании длится около 10 лет у нас, по крайней мере, последний цикл реформы. Вот. И один из вопросов, что эти реформы в секторе образования реализуют несколько типов задач. С одной стороны, это политические задачи, социально-экономические задачи, внутри сектора, я имею в виду. И значит, самое главное, это приведение всего сектора образования в некоторое соответствие тем тенденциям общественного развития, которые сегодня присутствуют в Кыргызстане. В частности, чем занимаемся? С одной стороны, идет реформа содержания образования, да, то есть мы можем говорить о том, что мы переходим от моделей знаний на компетентностный подход, когда дети будут уже владеть непосредственно, то есть министерство начинает, что начинает смотреть не только на то, что какое знание ты получил, да, то есть стандартизируется не только знание, но стандартизируется умение на выходе применить это знание в конкретной проектной ситуации. Вот это очень серьезная, большая реформа, особенно это касается качества оценки. Вот. Очень много журналистов пишут про изменения не только в школьной системе, но, например, в системе науки и, значит, соответственно, высшего образования. Тоже там, соответственно, свои идут реформы. Вот. И здесь перед страной стоят большие вызовы, потому что, конечно, качество образования не всегда соответствует тем потребностям, тем уровню, которые в сегодняшний день требуются. Вот. Другой тип развернутой реформы — это реформы, ну, мы можем их назвать структурными. Да, и вы помните разговор о том, что открывать, не открывать попечительские советы, каким образом будут, не будут РАИНО, да, чтобы это простыми такими картинками хочу показать, да, то есть будут, не будут, как устроена система управления в системе внутри образовательного сектора и так далее. То есть мы называем, условно говоря, административные реформы. Они тоже имеют. Ну и самый сложный вопрос, наверное, который всегда стоит, это финансовая реформа. Да, это о том, что какая зарплата учителей, то есть как бы, какие, значит, преференции имеют учителя молодые, например, какие преференции должны иметь учителя со стажем и так далее. То есть это тоже очень большая дискуссионная тема. Вот, соответственно, ну, это вот три больших логики, да, то есть это очень серьезные вопросы. Так вот, как раз таки наш проект, понимая, что вот эти реформы, наш проект был направлен на то, чтобы
реформ. Вот. Почему мы этим занялись? Ну, потому что, еще раз сказать, что с 2012 года, получается, когда мы были в делегации Кыргызстана была в Рио, потом, как вы знаете, в 2014 году сначала была принята национальная стратегия перехода к устойчивому развитию, а потом план правительства, план и программа действий по переходу к устойчивому развитию. И так получилось, что внутри всего этого процесса представители экологического движения БИОМ и вообще экологического сектора участвовали именно с тем, чтобы в систему образования были внесены элементы устойчивого развития, безопасности жизнедеятельности, безопасности среды таковой, да, и поэтому мы очень тесно работали в этой сфере. И второе, что с самого начала, вот здесь уже сказали про общественные наблюдательные советы, господин Черков сказал эту законодательную базу, но я хочу сказать, что так получилось, что с самого начала деятельности этих наблюдательных советов они прошли несколько фаз. С одной стороны, это был указ госпожи Атамбаева, нашего экс-президента, потом это было постановление правительства, потом это стало, на сегодняшний день это уже закон, но общественные советы жили и двигались. И так получилось, что наша организация, которая имеет около 20 лет истории работы в Кыргызстане, росла также вместе с этими общественными советами. То есть я, например, был сам представителем общественного совета при Государственном агентстве по охране окружающей среды. Также у меня члены организации наши были членами других советов. И мы понимаем, что этот орган является очень сильным возможностью организации деятельности данного проекта. То есть он может помочь транспарентности, он может помочь эффективному взаимодействию, а главное, что это некоторый механизм, как мы говорим, извините, английское слово фидбэк, обратной связи, да, то есть это некоторый механизм, через который гражданское общество может находить обратную связь с управлением сектора образования. И поэтому мы сфокусировали деятельность проекта как раз таки на том, чтобы поддержать деятельность общественного наблюдательного совета при Министерстве образования. Когда мы писали проект, это было 1,5 года мы его писали, то есть мы понимали, что это будет, да, то есть какой состав совета еще не знали, и так удивительно совпало, что буквально выбрали несколько недель назад, да, около месяца назад, выбрали уже наконец-то состав этого наблюдательного совета, и у нас как раз запустился проект. То есть мы будем двигаться в одном этом ракурсе. Также я хочу сказать, что внутри проекта есть деятельность, направленная на поддержку не только этого совета, но также вы знаете, что есть президентский совет по образованию, экспертный, да, то есть, и также мы надеемся, что мы поможем его деятельности с точки зрения прозрачности и улучшения эффективности управления в системе образования. И также создание других экспертных сообществ вокруг Министерства образования, которые, с одной стороны, показывали бы те разрывы и нехватку, которую может принести гражданское общество, да, и представить свои какие-то способы решения. Но и с другой стороны, со стороны самого министерства видели бы в нас поддержку, да, то есть того, что если эти реформы адекватные и непонятные, то общество, и мы будем как раз таки, мы надеемся, что мы создадим ряд механизмов, которые это будут усиливать. Потому что один из самых больших проблем это то, что, как вы понимаете, это нехватка информации. То есть я надеюсь, что у нас регулярно будут встречи как с вами, так и как я имею в виду с журналистами, так и с представителями различных социальных групп, неправительственных организаций, гражданского сектора, где мы будем также информировать о происходящих процессах. Действиями проекта будут, соответственно, классические тренинги, конференции, то есть мы много будем этих действий по усилению. Это будут, то есть внутри предполагается, что мы будем делать аналитические записки по образованию, которые, аналитические материалы, записки, то есть материалы, которые мы будем размещать, несомненно, в медиапространстве, также экспертные заключения. Но одно из таких, я думаю, поддерживаемых вами
идея будет это создание специфического веб-портала, значит, где мы хотим аккумулировать различные ресурсы по образованию, которые существуют как в нашей стране, так и за рубежом, да, то есть в одном месте. Он, несомненно, будет работать в тесной связи с сайтом Министерства образования. Вот. И второе, что мы хотим создать там некоторую такую дискуссионную площадку, где каждый человек сможет говорить о том, что он думает по поводу реформы в секторе образования. Вот. Но я думаю, достаточно какие-то общие вещи сказаны. Если будут вопросы, с удовольствием, я думаю, каждый из нас на них ответит. Спасибо. Да, только представляете, пожалуйста, что вы знаете. Евгений, повторите, пожалуйста, цифры, потому что господин говорит, что с вами там очень невнятно. Цифры чего? Цифры по проектам, что-то там, общее, 500-600, да. 80%. Нет, подожди, это разные вещи. Значит, значит, что общий проект, значит, со стороны Евросоюза 500 тысяч евро и со стороны фонда Денаура 135 тысяч. Соответственно, это 635 тысяч. Значит, весь проект. Длительность проекта будет 3 года. То есть вот с этого момента, то есть января. Доля Кыргызстана. Как доля Кыргызстана? То есть это проект, который Вкладывает деньги. Кыргызстан не вкладывает деньги, то есть мы вкладываемся трудом и заботой об образовании даже. Нет, если я правильно отвечаю даже, просто это действительно помощь Евросоюза в направлении реформ. Я просто хочу сказать, как гражданин еще Кыргызстана, можно не как проект, что действительно важно понять и разобраться о том, что происходит в системе образования, да, и мы поэтому решили создать некоторый такой механизм, через который любой человек более, она всех касается, все за это болеют, куда ни здравоохранение, образование касается каждого из нас, да, и что там за процесс происходит, очень сложно, у каждого множество домыслов. Вот мы хотим эти отделить зерна от плевел и дать более такую качественную информацию, если вот просто не допустим. Да, пожалуйста, еще есть вопрос. Где-то какие-то регионы будут. Да, это, значит, смотрите, то есть, несомненно, все регионы, вот что было, я могу сказать очень такой момент, что было сложно в деятельности советов, вот прошлого судьба, общественных наблюдательных советов, что, несмотря на то, что у нас были, я еще раз повторяю, что это одна из наших целевых групп, и мы на этот механизм направили. Может быть, будет что-то интересное, и проговорим больше про именно этот механизм. Да, то есть у общественных советов была одна из проблем, связанная с тем, что несмотря на то, что были участники из регионов, да, формально, никогда ни у кого не хватало средств на то, чтобы их реально привести. Поэтому это вот, как бы такая, что ли, не совсем правильная ситуация, но она учтена, и мы заложили средства на то, чтобы проводить региональные этого же совета, то есть мы готовы, значит, по их требованию взять представителей, значит, общественного совета при Министерстве образования, представителей Министерства образования и просмотреть уже всю параллель образования в региональном разрезе. То есть мы будем проводить эти открытые сессии, помогать совету проводить открытые сессии и в том числе в регионах. И если будет необходимость, то проводить слушания и другие мероприятия образовательно-информационного образования именно как раз по всей республике. Я хотел бы добавить по поводу регионов. Значит, мы сегодня открываем этот проект, да? Но есть еще и второй проект, который будет выполняться НПО, который называется Джерандык Делюге. Как раз в регионах это будут идти образование местного самоуправления, этих советов, с тем, чтобы повысить как раз финансовую подготовленность как раз по расходам в секторе образования, в местном самоуправлении. Можно об этом поподробнее? Подробнее? Подробнее я попрошу моих коллеги Гунара
Гулнара Батубаева, она из коллега как раз из представительства Евросоюза, пожалуйста. Просто они тоже организуют таких пресс-конференций буквально через неделю, поэтому, может, мы не будем. Я могу рассказать коротко о проекте. Дело в том, что цель связана с тем, что у нас два проекта. Один проект работает с общественно-наблюдательными советами, второй проект работает на региональном уровне, с местными сообществами, повышение финансовой грамотности, ознакомление, как формируется бюджет, непосредственно сектор образования, и также их активное вовлечение в дискуссии, в общественные слушания бюджета, допустим, на следующий год. Такова цель, то есть у нас идет на уровне централизованное и на уровне региона, для того, чтобы повысить финансовую грамотность. Спасибо, Гулнара. Следующую неделю, через неделю, да? Примерно через неделю они Будет планируют. еще одна пресс-конференция, пожалуйста, приходите. Чем вызвана такая заинтересованность Евросоюза в реформировании нашего сектора образования, что выделяется с 72 миллиона евро на самом деле это огромная тем более для образования в нашей стране? Это первый вопрос. И второй, вот все-таки я, честно говоря, не совсем поняла, в чем теперь суть вот этого проекта, на который 635 тысяч евро выделено? Ну, помимо аналитических записок, тренингов и семинаров. Я сначала Евросоюз и Киргизская республика имеют 20-летнее уже партнерство и сотрудничество. Наш базовый документ – это соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Киргизской республикой. У нас мы согласились, мы договорились, что у нас будет развиваться это партнерство и сотрудничество такое, в долгосрочном периоде. В этом документе плановой помощи, которая рассчитана на 2014-2020 год, мы его изготовили в консультациях с как раз с правительством Кыргызстана, также были у нас консультации с неправительственными, с НПО. И мы остановились на этот следующий период до 2020 года на 3 приоритетные сектора. Это верховенство права, это образование и интегрированное развитие сельской местности. И как раз именно в этом, так как Евросоюз, уже в бюджете Евросоюза намечена общая сумма двухсторонней помощи Кыргызстана до 2020 года, как раз намечена на 184 миллиона евро, и на сектор образования запланировано, как я вам сказал, 72 миллиона евро до 2020 года. А потом, что будет проект делать с этими 635? Я могу только отметить, что это будет долгосрочный проект, это 30 месяцев. Ну вот, 30 месяцев. Ну, я думаю, что доктор Кунце может дать еще детали. Да. Я вас вопрос отлично понимаю. Я, наверное, на немецком буду, и Равшан, если будешь так полезно переводишь. Ich verstehe Ihre Frage gut. Was interessiert die Europäische Union? Was interessiert die Konrad-Adenauer-Stiftung? Das Bildungssystem, die Bildungsreform in Kirgisistan, dass wir so viel Geld daran investieren? Я прекрасно понимаю ваш вопрос. То есть вопрос такой, для чего Европейскому Союзу, фонду Аденауэра интересоваться системой образования в Кыргызстане и выделять такие большие средства? Ich glaube, ich kann für die Europäische Union auch sprechen, wenn ich sage, dass wir in Europa interessiert daran sind, dass hier in Zentralasien, in Kirgisistan Stabilität, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit herrscht. Я думаю, я могу говорить также от имени Европейского Союза, когда я говорю о том, что мы заинтересованы в Европе, в том, чтобы здесь, в Центральной Азии, в Кыргызстане, были стабильность, демократия и правовое государство.
Die letzten Tage, Wochen, Monate haben gezeigt, welche Unruhe es in verschiedenen Weltgegenden gibt. Последние дни, недели, месяцы показывают, как много неспокойной обстановки во всем мире. Wie sich diese Unruhe überträgt in einer globalisierten Zeit. И как это неспокойствие передается в глобализированную эпоху. Und wir möchten hier in Kirgisistan mit Ihrer Hilfe dazu beitragen, dass es in dieser Region, die in einer geografisch viel, viel schwierigeren Lage ist, als das zum Beispiel Deutschland ist, sie grenzen beinahe an Afghanistan, an Pakistan, an den Mittleren und den Nahen Osten. Wir möchten, dass hier Stabilität, Frieden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit herrscht. Мы хотели бы вместе с Кыргызстаном, с вашей помощью, добиться того, чтобы этот регион, который в геополитическом отношении находится в намного более сложной ситуации, чем Германия, потому что вы практически непосредственно граничите с Афганистаном, Пакистаном, со Средним и Ближним Востоком, чтобы здесь были стабильность, мир, демократия и правовое государство. Weil das auch unserer Sicherheit dient. Потому что это служит также и нашей безопасности. Und um das zu erreichen, ich glaube, dafür gibt es nichts Besseres, als die jungen Menschen im Lande zu befähigen, ihr Land aufzubauen. И для достижения этого, мне кажется, нет ничего более лучшего, чем помочь молодым людям самим строить будущее своей страны. Ich selbst komme aus der früheren DDR, als 1989 dieses Land zusammenbrach, hatten wir im Westen, in der Bundesrepublik, einen Partner, der uns mit Milliarden und Abermilliarden unterstützt hat. Я сам родом из бывшей ГДР. Когда ГДР в 1989 году развалилась, у нас был партнер, страна, которая нас поддержала миллиардами. Это была Западная Германия. Kirgisistan hatte so einen Partner nicht. Die Sowjetunion ist auseinandergebrochen und umso mehr bewundern wir, was ihr Land in den letzten über 20 Jahren vollbracht hat. У Кыргызстана такого партнера не было. Советский Союз распался, и мы очень действительно удивлены смотрим за теми большими успехами, которые достигает ваша страна за эти 20 лет. Und vor allen Dingen in den letzten Jahren. И в частности за последний год. Und diesen Prozess möchten wir unterstützen. Wir haben wie Sie kein Interesse daran, dass sich junge Menschen in den Medresen ausbilden lassen. И этот процесс мы хотели бы поддержать в дальнейшем. Мы, как и вы, также не заинтересованы в том, чтобы молодые люди получили свое образование в мечетях. Wir möchten, dass es in Kirgisistan ein gutes, ein gesundes Bildungswesen unter öffentlicher Kontrolle, dafür ist dieses Projekt da, gibt. И мы хотели бы, чтобы в Кыргызстане была здоровая система образования, которая находится под контролем общественности. Для этого проводится данный проект. Und gemeinsam mit der Delegation der Europäischen Union hoffen auch wir, die Konrad-Adenauer-Stiftung, hofft unser Partner BIOM, dass dieses Projekt dazu einen Beitrag leisten kann. Ob uns das gelingt, wissen wir nicht, aber wir hoffen es. И вместе с делегацией Европейского Союза мы, фонд Аденауэра, также наш партнер БИОМ, надеется на то, что данный проект сможет внести свой вклад в достижение этой цели. Мы, правда, не знаем, получится ли это или нет, но мы надеемся, что мы сможем внести вклад. Я тоже понимаю ваш вопрос, наверное, он не горит. Вот, можно мне в ответ вопрос задать? У вас есть дети, извините? Ну или, по крайней мере, есть кто-то, кто учится в школе вокруг жени вас? Можно такой вопрос задать? Да, конечно. Да. Тогда давайте я задам. Я понимаю, да, вот давайте теперь смотрите. Я понимаю, сейчас я понимаю, что я просто очень общие слова сказал, я хочу сейчас более на таком простом примере сказать. Смотрите, вот вы знаете, почему, например, у него или у нее такая расчесовка программ, вот столько предметов, столько русского языка, столько английского и там столько географии. Задумались об этом когда-нибудь? Ну, хороший вопрос, да, то есть, как бы, вот смотрите, вопрос в том, что чему и как учить наших детей, да, то есть решается внутри одного ведомства. Ну, и так повелось со времен Советского Союза. Да, то есть, и мы признавали то, что там, помните, был учебник Колмогорова, и там другие учебники, я математику говорю, да, то есть, как бы, и другие учебники не попадали. Другой вопрос, я сам естественник, то есть я занимаюсь уже на протяжении 10 лет, почему я взялся за этот проект реформой естественно-научного цикла. И, например, знаете ли вы о том, что те учебники по биологии, которые у нас есть, те животные, которые там содержатся, во многом не живут, например, на территории Кыргызстана. Интересный же вопрос, да, то есть, как бы, например, с этим.
ну и так далее. То есть вопрос в том, что сколько должно быть физкультуры, сколько должно быть информатики, сколько должно быть английского, тоже вопрос, который касается каждого родителя. Потому что кроме диплома ребенок должен получить еще что-то существенное, да, то есть которое мы сейчас, я вот назвал это, просто, наверное, слово для вас незнакомое и такое, ну, другого нет пока, компетентность, да, то есть нечто, чтобы это уметь. Так вот, вопрос этого проекта на то, чтобы у нас очень много, например, говорят о антикоррупционной деятельности, участии в мониторинге общественности в там, деятельности каких-то там министерств, да, то есть мы создали, я имею в виду, с финансами связанных. Но мы считаем, что надо создать очень такие же механизмы мониторинга общественности и участия в принятии решений в отношении системы образования. Так нам будет более понятно, да? То есть, что значит, кто этим будет заниматься? Вот мы с вами и будем этим заниматься. То есть, одну секунду. Одну секундочку. Давайте еще я как раз возвращаюсь к тому, что Евросоюз поддерживает, чтобы Кыргызстан развивался как правовое государство. Я начал мое выступление с тем, что есть закон закон об общественных советах, и мы поддерживаем применение этого закона. Это закон прекрасный на бумаге. Мы сейчас этим проектом на самом деле поддерживаем реализацию этого закона в секторе образования. Может быть, это спасибо вам большое. Нужно ли понять, что общественные советы будут сейчас контролировать именно, да? Нет, подождите секундочку. Слово контролировать, оно такое жесткое, опять из советского мира. Надо создать, чтобы услышали, чтобы, например, система образования услышала потребность родителей, где есть такая площадка, где вы можете высказать свое мнение о том, что нам нужно вот такие-то предметы для нашего ребенка. Где мы хотим, чтобы были вузы больше такие, а не такие. Вы знаете, если вы знаете такие площадки, то вы можете мне назвать. Я, например, не знаю, работая в системе образования и ведя в университете лекции, да, то есть как бы таких площадок нет. Мы пытаемся создавать ОНС, Общественный наблюдательный совет, да, вот одна из таких площадок, которую только что создали вот буквально, вот я, по крайней мере, 3 представителя сейчас здесь вижу, да, то есть, может быть, они как бы что-то скажут. То есть мы просто выбрали, что при министерстве это было создано, то есть механизм, вот именно такой, где, если интересно, то есть про деятельность общественных советов, можно посмотреть на сайте ONS.KG, да, то есть ONS.KG, где мы можем как раз, если надо погрузиться, я, конечно, готов туда погрузиться, но смысл такой, что создается несколько, значит, специфических организаций, да, то есть которые помогают, с одной стороны, систему образования донести потребности людей, с другой стороны, то, чего не хватает, то есть как бы в системе образования, начинает это по-новому настраивать. Извините, я вам скажу мое понимание по поводу, чем будет заниматься этот общественный совет. Здесь есть статья 4 Закона Кыргызской Республики об общественных советах. Я эту статью по поводу Министерства образования и науки вам скажу. Целями деятельности общественного совета являются: первое, продвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью Министерства образования и науки. Второе, содействие Министерству образования и науки в подготовке и принятии качественных решений, имеющих общественно значимый характер. Программы на детей, да? Например, общественно значимый характер. Зарплаты учителей, программы для детей. Примерно. Третье. Повышение прозрачности и эффективности использования Министерством образования и науки финансовых средств, включая бюджетные, заемные, кредитные, специальные, техническую помощь и гранты. Я вам сказал, что мы оказываем большую поддержку сектору образования. Четвертое. Улучшение качества предоставляемых услуг населению Министерством образования и науки. Вот все, чем будет заниматься это общественный наблюдательный совет. Можно я еще скажу более конкретные вещи, может быть. То есть мы еще пошли сюда, внутрь этого, почему для нас было важно создать подобного типа проект, потому что как экологическая организация мы много лет, в том числе занимаясь системой образования, мы видим, например, проблемы, связанные с безопасностью школьной среды. Да, то есть ты отправляешь ребенка в школу и не уверен, что он не принесет оттуда
какие-то заболевания, что он не замерзнет, что там будет качественно его накормят и так далее. То есть это одна из ситуаций, где мы говорим, что надо создать, чтобы на всех уровнях образования, да, то есть общественность могла каким-то образом за этим следить. Можно вот у меня тоже вопрос? Да. Вот за все вот эти 20 лет независимости, да, Кыргызстана, в частности на образование были выделены очень солидные суммы, я сейчас не помню, не назову точно число, но достаточно много было вложений, вливаний от различных организаций, от различных государств. Но по сути, если вы сейчас поговорите с преподавателями вузов, вы скажете, что они вам скажут, что подготовка школьников оставляет желать лучшего, и абитуриенты, которые поступают в вузы, Я без работы в ВУЗе. они могут Я быть, принимаю экзамены. тем более вы прекрасно знаете картину. У аспирантов. То есть у аспирантов, не у абитуриентов. Нет, что вы, я его что начну абитуриентов. И тех, и других, я говорю, я на всех уровнях работаю. Ну вот, то есть вы прекрасно знаете картину. У меня в связи с этим вопрос. Кто будет контролировать вот эти все бесконечные потоки денег, которые направляются в частности на реформу образования? Потому что получается, что деньги вкладываются, а результата нет. Я думаю, что вопрос к Министерству образования. Может быть. Ну, потому что я думаю, что... Так, насчет проектов. Действительно, уже не секрет, имеется в виду, в системе образования есть ряд вопросов, которые нуждаются в решении, то есть содействии проектов, таких как сегодняшнее содействие и мониторинг реформы образования в Кыргызстане. В свое время каждый проект, который работает в системе образования, реализовывается, приносит свои плоды. В результате наши ученики, наши студенты получают более качественные услуги. Результат мы получаем через наших абитуриентов в школе. По причине того, что это самое... Вот вы абсолютно правы, да, то есть но вот даже то, что вы сегодня не помните цифру, я ее не помню, да, то есть я как раз таки думал, что в этот, даже не знаю, наверное, что в этот проект как раз и надо создать для того, чтобы, например, в том числе со стороны общественности, понять, какие потоки попадают в систему образования. Смотрите, я для этого и думаю, что надо этот общественный наблюдательный совет имеет право формально, вот то, что нам все время говорят, он имеет право запросить эту информацию. Но самое главное, что ему надо дать возможность еще донести до нас ее, я имею в виду до людей. Поэтому мы как раз хотим поддержать деятельность этого совета, который упорядочит эту ситуацию. Я не говорю про какой-то контроль, но мониторинг однозначно, понимаете, да? То есть контроль немножко жесткое слово такое, знаете, УБХСС какой-то. Нет, это именно мониторинг. Да, именно со стороны общественности. Смотрите, понимание реформ. Вот первое, что научить людей разбираться в образовательных реформах. Это очень сложно. Я, как работник сектора образования в одной из своих частей, понимаю, что про это вообще мало кто понимает. Тем более, видите, я вам говорю, про устойчивое развитие. Еще меньше кто понимает. Да? Например, сегодня вся наука у нас переориентирована на устойчивое развитие. Спросите меня, вы говорите абитуриенты. Да у меня профессора про это понимают через 4-5 человек, понимаете, да? То есть, соответственно, вот одна из задач, донести эту информацию. Когда я просто сказал там тренинги, семинары, я просто сказал, что формы, в принципе, вам известно, содержание необычное, понимаете, да? То есть мы будем в центре наших вопросов реформа, ее прозрачность, донесение ее до каждого человека. Но это даже два. А раз я хочу, мы хотим построить, в этом смысле, извините, что говорю я, да, то есть, но было бы здорово, когда каждый родитель в этой стране мог бы сказать, что вот такой, вот помните, я сказал, что на сайте будет это голосование, то есть вот, как идея, мечта, да, о том, чтобы каждый сказал, что мы хотим, чтобы у нас было больше, не знаю, там, английского, информатики и, может быть, биологии. Я понимаю, что это иллюзия, но все равно. Да, то есть, понять, какой вот этот вот заказ никак не можем получить. Советский Союз, понимаете, знал, какого человека он производил. А вопрос в том, что какого человека сегодня производим мы. И вот эта стыковка между... И нельзя, чтобы только одно министерство это решало. У него просто сил на это не хватает. Да? То есть важно, чтобы это было перерешено вместе и гражданским обществом, и экспертными сообществами, потому что про них не надо забывать, и, соответственно, органами, принимающие решения. Вот такой ответ вам как-то ближе к сердцу?
То есть, по крайней мере, я понимаю, что это что таких площадок нет, понимаете, да, у нас эксперты нигде не собираются толком. Вот кого не спросишь по образованию, кроме негатива ничего не делается. Это понятно, но, например, есть, я говорю, что вот с точки зрения содержания мы, например, переходим, и плюсы есть. Надо отделить плюсы от минусов и дать инструменты гражданского общества, чтобы с одной стороны доносить свое мнение, с другой стороны, чтобы сама процесс принятия решений был более прозрачный. И, конечно, потоки денежные. АБЭРовские фонды огромные, да, то есть это евросоюзовский поток прекрасный. Но, смотрите, можно, извините, что евросоюзовский поток вливается в сваповские так называемые средства, одно только скажу, он в большой госбюджет уходит, правильно же я говорю? И, собственно говоря, вы понимаете, что, вот вы спросили, куда деньги уходят. А получается, что Евросоюз сегодня во многом платит зарплаты наших учителей. Вот можно такой вам ответ дам, понимаете, да? То есть именно за счет того, что поток этих финансов уходит в нашу систему. Я, кстати, с удовольствием вам можно подарю книжку, тоже сейчас до меня дойдем, вот про тенденции и системе образования. Смотрите, эта книжка, вот, например, очень простой вопрос. Их выпустили, там, скажем так, 100 экземпляров. Я только в силу того, что вхожу во все экспертные, бог знает какие советы, понимаю, что она мне там попала, понимаете? Но я понимаю, что никогда она не донесется ни докуда. Соответственно, надо было создать такой проект, где я могу теперь спокойно распечатать и вам передать, например, эту книжку. Вам и еще множество, но эту книжку и другие. То есть не надо так немножко жестко относиться, скажем, к аналитическим материалам. Да их нету просто. Аналитики по образованию просто нет. Я об этом и говорю. Мы хотим создать, но только мы хотим сказать, чтобы это не были какие-то только седовластые, извините, ариапак, но чтобы в этом участвовал гражданское общество, мониторингом, смотрели, как это уходит, куда делись эти деньги Евросоюза, которые влили, как иголка, правильно, да, то есть, они рассыпались по всей этой системе. Сейчас пришел 16, там, по-моему, миллионов этого Всемирного банка на учебники. Был АБЭРовский проект, огромный был. Спросите меня, кроме скандалов, вы что получаете? Да, то есть с этими учебниками. Что у нас сегодня 70% покрытие, например, по стране. Это вопрос. Но я не хочу огульно хаять систему образования. Я считаю, что это неправильно. Так же, как в мониторинге. Когда-то нас спрашивали, хороший у нас воздух или нет. Я когда померяю, скажу, хороший или нет. Огульно говорить не хочу. Понимаете, для этого создается такая же система мониторинга, как в экологии мы мониторим и следим за тем, чтобы за состоянием среды. Также мы создаем систему, которая будет следить за состоянием образовательной среды. Так хорошо? Я думаю, что да. Спасибо. Потом передам. Коллеги, еще вопросы, если можно? Да, пожалуйста. Только представляйтесь. Есть ли в этом денежном потоке статья, которая будет Журналистам. на поддержку техническую школ? Нет. Потому что говорится о том, что мы хотим Подождите, в потоке каком? Евросоюзовском или вот этого маленького проекта? Ну вот этого проекта. Этого проекта нет. У Евросоюза да. У этого проекта нет, потому что он направлен не на поддержку учителей и школ. Вот на масс-медиа есть, кстати, я вам могу ответить, как старый коллега, понимаете, что мы заложили, чтобы поддерживать в том числе журналистов, чтобы они больше писали про образование. А вам и писать нечего, вы ничего, извините, не знаете, не потому что, а просто их, информацию мало преподносится, понимаете, да, то есть его надо осуществить. Вот на журналистов есть поток, связанный с самим советом. Мы хотим, чтобы у совета была более, то есть этого общественного предметного совета. Почему он такой важный элемент? А потому что у него полномочия государство дало, говорит, ребята, задайте совет, мы через него будем работать с вами. Прекрасно, мы говорим, давайте мы поддержим, усилим, назовем его как бы, вот эти органы, скажем так, взаимодействия. В глобальной связи у вас с общественностью, допустим, возникнет вопрос, чего хочет общественность, то есть родители вот этих детей, да? Что они хотят? Они хотят, чтобы дети знали, что такое интернет, как Отлично, да. чтобы они могли обращаться с этим компьютером, допустим, изучать по нему что-то. Но этого ничего нет в Гургенке вообще. Вот как будет вот это решаться, непонятно. Вот эта обратная связь, как вы ответите им, и что вы им посоветуете, как вот это все будет? Потому что я знаю, понимаете, что это не... печное отопление, опять же, тоже вот входит в эту программу по устойчивому развитию, по экологии. Вот, где надо То есть, смотрите, вы абсолютно правы, но что я постараюсь сделать, то есть это найти, например, бюджетную линию внутри программы развития до 2017 года и посмотреть, какие элементы с этим связаны. У нас, кстати, компьютеризация заложена вот одним из элементов этой программы. Но вопрос в том, что проект, который направлен на транспарентность, не может быть, ну, там, на прозрачность, да, он не может
решать все вопросы, связанные с образованием. То есть, наверное, если там заходить компетентные органы, с одной стороны министерство, с другой стороны, может быть, те же донорские организации, может быть, вот одной из ситуаций, я попытаюсь ответить, вы же гипотетический вопрос задаете, я тоже могу гипотетически ответить, что одним из результатов явится то, что мы предложим Евросоюзу по-другому переструктурировать вместе с министерством свой финансовый поток. И сказать, что, коллеги, а вот не надо вливать, например, таким образом, ну там, или АБР, или там, другим большим игрокам, да, то есть, а вот по другому перераспределению. Или даже другим там, европейским фондом или там зарубежным, то есть по другому перераспределить поток. Уже это было бы достойным вопросом, понимаете? Но сказать, что взять эти деньги, отдать на компьютеризацию, это прекрасный проект, но другой просто, понимаете, да? То есть вы как бы, ну не совсем об этом, да? То есть, в этом проекте, несомненно, нет. Мы сказали, в этом проекте есть статья поддержки общественного наблюдательного совета при министерстве и других создания площадок дискуссионных, аналитических по системе образования. И самое главное, это слово открытость и доступность информации. Да, пожалуйста. Поэтому СМИ есть. Конечно, да, потом представляете. Слава Александровна, вы, во-первых, ничего не сказали о попечительских советах. Да, я ничего не сказал, но вы правы. Попечительский совет это тоже очень важный элемент. Знаете, у нас очень много, у нас есть частные школы, частные вузы, школы и комплексы учебные, да, которые находятся в неравных условиях с другим бизнесом. Это бизнес, у нас же медицинские центры открываются. Вот об этом мы ничего не говорили. И потом, в правительстве, значит, назревают реформы. Правительство, да, вместо 16 у нас будет 9. Может быть. И не этот, останется Министерство образования или не останется, еще большой вопрос. А там есть Министерство образования. В новом проекте Министерство образования есть. Я тоже читала. Ну я пришел, читали, но Министерство образования не ведом об этом. Дело в том, что всю эту реформу надо начинать с учителей, с их зарплат. Президент в прошлом году, когда встречался с нами, он обещал нас в полтора раза увеличить. Да? У нас денег таких в бюджете нет. И если там не хватает учителей, о чем вообще можно говорить, если там нет учителей на периферии? Вот, мы с вами... Каким образом вот ваш вот этот проект может закрыть вот эту главную дырку? То есть как заплатить учителям? Никаким образом наш проект эту главную дырку закрыть не может. Потому что я с вами не согласен, что это главная дырка, извините. То есть это как раз иллюзия, которую нам навязывают. Не совсем... То есть это, несомненно, большая проблема. То есть учителя и зарплаты, несомненно, большая проблема. Но не менее важная проблема, которую надо закрывать, это то, чему учить и как учить. То есть вот в этом смысле проект направлен... Ну, я вам... Я хотел бы дать вам вот такую вот подсказку. В этом проекте, который вы понимаете, мы сказали 675 тысяч на 30 месяцев, это зарплаты учителей сюда точно не войдут. Но у нас в Евросоюзе, мы ждем сейчас ратификацию, у нас есть, должно быть соглашение о 30 миллионах евро макрофинансовой помощи с Евросоюза Киргизской Республики. Значит, это означает макрофинансовая помощь, что эти 30 миллионов евро идут к казначейству. Да? Это, ну пусть, значит, сейчас, пожалуйста, спрашивайте у парламента, чтобы побыстрее ратифицировал, и у Министерства финансов, чтобы из этих 30 миллионов поддержки макрофинансовой, это, чтобы позаботились, что вы сказали об учителях, да? Пожалуйста. Вот, отлично. Извините, а в этом контексте задача нашего проекта увидеть, чтобы этот поток, этот и другие потоки пошли в нужное русло, а не куда-то там на дворцы и замки. Понимаете, да? То есть, это то, что вы это прекрасно понимаете. Ситуация. То есть мы постараемся это сделать хорошо, но я еще раз говорю, коллеги, давайте думать о содержании. Давайте думать, я понимаю, что некому учить, но их, знаете, еще даже нет нормальной программы для того, чтобы приготовить